В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. 2 октября, в день празднования 85-летия системы среднего профессионального образования в нашей республике открылось 20 современных мастерских по единой президентской субсидии при поддержке Минвостокразвития. В том числе 2 мастерские появились в Якутском коммунально-строительном техникуме. Наш гость студии Евгений Попов, директор Якутского коммунального строительного техникума. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко про ваш колледж. Готовите к каким профессиям, направлениям? Ну, название нашего техникума говорит само за себя. Коммунально-строительный. Мы готовим кадры для отраслей жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В настоящее время в нашем техникуме обучаются 498 студентов очного и заочного обучения по 8 профессиям и специальностям. По специальностям, таким как монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения, информационное моделирование в строительстве, строительство, эксплуатация зданий и сооружений и теплоснабжение, теплотехническое оборудование. А также профессии мастер общестроительных работ, мастер отделочных, декоративных и строительных работ и мастер жилищно-коммунального хозяйства. В этом году, кстати, нашему техникуму исполняется 95 лет со дня образования. В далеком 1930 году по решению обкома ВКПБ была образована сеть техникумов, и в том числе наш строительный техникум. И вот название Якутский коммунально-строительный техникум впервые появилось в 1947 году. С тех пор наш техникум прошел очень много этапов реорганизации, присоединения, отсоединения. Но с 2005 года наш техникум работает как самостоятельное образовательное учреждение. Вот в вашем колледже есть современные мастерские, да? Расскажите, пожалуйста, поподробнее о них. Да, вот наши мастерские, получается, сейчас оснащены по стандартам проведения демонстрационного экзамена и чемпионатного движения «Профессионалы». Всего в техникуме работает 11 мастерских. И вот в этом году мы открыли 2 совершенно новых мастерских. Это информационное моделирование BIM-технологии и технологии развития городов и территорий. Вот последние 2 мастерских, они направлены в основном на привитие, скажем так, цифровых технологий для наших студентов. А как вот они помогают студентам и что вот они делают? Да, вот мастерские, получается, сейчас оснащены по последнему, скажем так, слову техники. Студенты сейчас уже учатся на самом, скажем так, продвинутом программном обеспечении. Например, если берем информационные технологии BIM, здесь вот студенты получают возможность создания цифровых двойников зданий и сооружений, при этом полностью с коммуникациями. Вот эти технологии дают возможность, получается, на этапе проектирования исключать ошибки, которые при традиционном проектировании, ошибки, которые возможно выявлять только при строительстве. А мастерская развития городов и территорий, это, коротко, если так сказать, дает возможность создания 3D-модели ландшафта и вообще зданий, да? В том числе и даже населенных пунктов. Такие технологии используются для создания генеральных планов населенных пунктов и городов. Я знаю, по-моему, вы уже закупили дронами, и уже на практике потом студенты смогут пользоваться, да? Да, мы закупили дроны, которые оснащены лазерным сканером и фотограмметрической камерой, которые дают возможность прямо с точностью до сантиметра делать фотографии и сканировать площади. То есть они уже наглядно смогут на территории
как бы понимаете, что вот есть здание, и вот нужно будет дроном снять это все, снимки, по-моему, Да, уже да, отправляют. вот совершенно верно. Вот как проходил процесс подготовки к открытию мастерских? Я знаю, что торжественное открытие было, да? И какие были вот проведены работы? Да, вот создание данных мастерских у нас началось с 2024 года, ну, с прошлого года. Здесь вот мы готовились сперва там, подготовили документы, в первую очередь перечень оборудования, подготовка проекта, дизайн проекта, оснащение и вот, вообще вида мастерских. Да? При этом нас координировал проектный офис Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия совместно с Институтом профессионального образования Республики. Ну, здесь хочу сказать только слова благодарности, то, что вот, проведена очень, скажем, кропотливая работа. При этом вот, нас вот, консультировали, вели, иной раз ругали даже, да. И вот эта работа вся вот у нас закончилась как раз-таки вот открытием наших мастерских. К слову сказать, мастерские были открыты в наш профессиональный праздник, День среднего профобразования, 2 октября. Вот, открывал мастерские наш глава республики Асен Сергеевич. Ну, как было сказано, по республике были открыты 20 мастерских, среди них тоже наши 2 мастерские были. Евгений Викторович, расскажите, вот какие направления, профессии вот более востребованы у студентов сейчас в вашем колледже? Ну, по итогам приемной кампании, вот, прошедшей приемной кампании, получается, топ-3 специальностей у нас выявились. Это монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также информационное моделирование в строительстве. Здесь вот хочу сказать то, что проходной балл составил 3,98 и 4 балла, вот, соответственно, по этим специальностям. Расскажите о преимуществах среднего профессионального образования сейчас. Ну вот, по моему мнению, среднее профессиональное образование сейчас дает очень много возможностей для молодых людей, в том плане, то, что когда обучаешься, даже во время обучения, вот на нашем, скажем так, среднем профессиональном образовании студент имеет возможность трудоустроиться. Мы это приветствуем, и зачастую очень много студентов у нас учатся и совмещают работу. Самое главное, мы желаем, чтобы студенты именно работали по профилю. Если это строительство, то, соответственно, для строительной отрасли. Ну и в дальнейшем для выстраивания своей жизни, получается, да, молодой человек получает возможность на основании диплома среднего профессионального образования поступать в высшее образовательное учреждение без сдачи ЕГЭ. Сейчас это вот уточнено, то, что по профилю поступает, но это очень большой плюс для молодых людей. Да? Ну и в-третьих, наверное, вот, как только выпускается при этом трудоустройстве, опять-таки вот, молодой человек имеет, молодые люди имеют возможность совмещать также вот, высшее образование и работу. А куда устраиваться вот, чаще всего? Да, вот здесь вот у нас получается спектр большой. В этом году наш техникум, вот я сейчас вот навскидку хочу сказать, да, у нас в этом году техникум закончили 257 студентов. Из них, получается, у нас трудоустроено 70% выпускников. Очень многие молодые ребята ушли служить в ряды российской армии. Но из трудоустроенных у нас по специальности трудоустроены 61%. Ну и при этом вот спектр предприятий, конечно, широкий. Но в основном это строительные компании, государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании, ну вот такого характера.
получается, трудоустроены наши выпускники. Вот мы знаем, что вот ваши студенты активно участвуют в различного вида конкурсах. Вот расскажите об успехах, может быть. Да, вот я, конечно, горжусь нашими студентами. Они сейчас участвуют во многих очень, да, мероприятиях, которые проводятся и как в стенах нашего техникума, так и в республике, и в целом даже в Российской Федерации. Ну, начинаем то, что в стенах нашего техникума проходят традиционные различные конкурсы, в том числе у нас самое, скажем, такое знаковое мероприятие — это ассамблея студентов, где у нас студенты получают поощрение за обучение, за свои успехи. Также очень много времени уделяется, в том числе, патриотическому воспитанию. У нас система проведения мероприятий очень широкая, начиная от разговоров о важном, заканчивая до работой волонтерского движения. Наши волонтеры ежегодно помогают нашим ветеранам, в том числе и по микрорайонам, в которые мы располагаемся. Угу. Ну и самое главное, я говорю то, что наше олимпийское движение — это чемпионаты профессионального мастерства, профессионалы. Здесь мы тоже участвуем очень активно. Наша площадка ежегодно становится площадкой проведения по таким компетенциям, как облицовка плиткой, сантехника, отопление и печное дело. При этом наши студенты побеждают на региональном этапе и имеют возможность уже участия на федеральном уровне. Так, в прошлом году наш студент по компетенции сантехника, отопления удостоился медальона за профессионализм по итогам отборочного этапа в национальный финал данного чемпионатного движения. Вот, поэтому очень много таких моментов, различные научно-практические конференции, педагогические чтения в том числе есть, ну и конкурсов очень-очень много. А может быть, федеральные проекты в каких-то участия принимают? Да, вот сейчас как раз-таки в федеральные проекты мы включились, заключили договор соглашения с корпорацией Дом РФ, вот как раз-таки в рамках работы наших новых мастерских. И здесь начали обучение наших студентов по компетенциям искусственный интеллект в строительстве и информационное моделирование тоже в строительстве. Это, как скажем, дополнительные курсы, которые запускает данная корпорация. По Российской Федерации в этом году реализуются в 9 регионах, и в том числе по Республике Саха-Якутия, это наша техникум. Ну и напоследок, наверное, Евгений Викторович, расскажите какие-нибудь советы школьникам, которые хотят в будущем связать себя со строительной отраслью. Вот для наших школьников есть, кстати говоря, очень хороший проект. Это проект «Моя первая профессия», который стартовал в прошлом году. Хочется, чтобы к данному проекту подключились как можно больше школьников. Суть данного проекта является обучение профессии во время учебы в школе. И, кстати говоря, данный проект запустил Арсений Сергеевич, что примечательно. И при этом по итогам прошлого года мы отучили, результаты хорошие. 4 школы подключились к нам именно по профессиям строительной отрасли. А вообще нашим школьникам, еще скажу то, что у нас есть проект «Водоканал Проф», который охватывает 5 школ, который мы реализуем вместе с акционерным обществом «Водоканал» и с Якутским промышленным техником. Тоже там мы даем школьникам рабочие профессии. Например, маляра даем и слесаря-сантехника. Ну, для школьников хочу сказать то, что поступайте на среднее профессиональное образование. Это все-таки, думаю,
если получают профессию, то для реализации себя как человека в жизни это будет очень хорошей ступенькой. Ну и здесь вот оплачиваемость профессии среднего профессионального образования тоже имеет немаловажное значение. Ну и хочу пожелать, чтобы поступали в Якутский коммунальный строительный техникум. Ну и главное, чтобы развитие не останавливалось и в колледже, и у студентов. Да. Спасибо, Евгений Викторович, что сегодня пришли, рассказали такую подробную действительно информацию. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.